Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Сегодня в программе. Город Горловка на востоке Украины практически разрушен, показывает видеозапись, сделанная с беспилотника. Указатель непризнанной границы между Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией вновь незаконно перемещен на несколько сот метров вглубь Грузии. Роскошные апартаменты для тех, кто хочет пережить любые катаклизмы, строят в Канзасе. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Донбасс. Новая фаза войны. За минувшие сутки режим прекращения огня нарушался как минимум 95 раз, сообщают в Киеве. Применялись системы залпового огня, минометы и артиллерия запрещенного калибра 152 мм. Из градов обстреливали Богдановку. Это недалеко от Мариуполя. Наиболее тяжелая ситуация на Донецком направлении, в частности в Горловке и пригороде. На этих кадрах все, что осталось от города. Перестрелка также ведется в районе Опытного и Авдеевки. Там картина разрушений аналогичная. Видео, снятое дроном, прислал наш корреспондент. Также он смог побеседовать с жителями Горловки. Ну, снарядом попали, разбили и загорівся. Вот там тоже загорівся дом. Щити загорілися, я то со шлана почав поливати. Да, вот. А потом уже я глянула, что ты не можем потушить, вызвали пожарную, пожарно пришли и давай тушить. Ну, и стены все, все отошло, и окна все выбиты, и вон, пойдите на второй этаж, посмотрите, что там творится. Надеемся, что будет все хорошо, я не знаю, на что надеяться. Я просто не знаю, на что надеяться. Как может так можно жить, вообще я не пойму. У мужа он испуг получился, контузия. А некуда ехать, куда ехать? А ехать некуда. В очереди за жизнью. Тысячи украинцев с хроническими заболеваниями почек рискуют остаться без жизненно необходимой терапии. Деньги на постоянные процедуры гемодиализа украинское правительство перестало выделять. Что говорят в Минздраве? Чья подпись может вернуть пациентам надежду? Разбиралась корреспондент программы «Настоящее время» Ирина Любич. Неделя жизни для Андрея Дуброва исчисляется 1000 гривен. Во столько обходятся необходимые 3 процедуры на аппарате искусственной почки. От него Андрей зависим более 7 лет. Стоит пропустить хоть один поход в больницу, начинается интоксикация организма. Сначала это слабость, потом это усталость, как после очень тяжелой работы. Голова не держит, шея. Голову. Из-за болезни Андрею пришлось уволиться с работы, рассказывает жена Антонина. Вместе с маленькой дочкой живут на пенсию и ее зарплату воспитателя детского сада. Семейный бюджет на месяц 3050 гривен. Помощи от государства в последнее время все меньше и меньше, последний год точнее, практически совсем нету. Очень многие люди даже умерли от этого. Очень многие попадали в реанимацию. Сегодня на процедуру гемодиализа нужно выстоять огромные очереди, жалуются пациенты. Но и это не гарантирует, что процедуру проведут, говорят врачи Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Институт имеет 12 диализных мест. Раньше проводили диализ в 2 смены, но на сегодняшний день такой возможности нет, потому что не хватает расходного материала. Физраствор, препараты для разжижения крови, бинт и даже спирт. Все это больные вынуждены покупать за собственные деньги. На наш запрос, почему на расходные материалы не выделяются средства из бюджета, в Министерстве охраны здоровья дали письменный ответ. Деньги предусмотрены. Волонтеры посчитали, на одного больного, который нуждается в гемодиализе, государство ежегодно должно выделять почти $100 000. У врачей математика печальнее. На аппарате искусственной почки взрослые пациенты в среднем живут 10-15 лет. Дети и того меньше. Всего 5-7 лет. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. Далее. В России продолжается война с иностранными чужеродными деликатесами, подпадающими под санкции. Под гусеницами бульдозеров уже побывало 73 тонны персика в Москве, 200 тонн винограда и 10 тонн сыра в Брянске, 40 тонн нектарина в Ленинградской области. За первые несколько дней действия указа Путина продуктов уничтожили на 3 с лишним миллиона рублей. Как и требует предписание президента, каждый раз происходящее старательно фиксируется на видео.
Журналист программы «Настоящее время» Павел Каныгин спросил у жителей Подмосковья, как они относятся к уничтожению санкционных продуктов. Может быть, хватит есть некачественные продукты? То есть мы их ели, было все нормально, а теперь после постановления, значит, продукты стали некачественные, мы их есть больше не будем, да? Получается так. Получается так. Потому что после постановления они вдруг стали некачественные. Западные ценности – это демократия, я так понимаю. Они боятся, что через продукты мы можем этим заразиться? Зачем нам заражаться западными ценностями? Нам хотя бы вспомнить свои ценности, которые у нас есть. Мы не сможем свое производить, мы сможем, так что... Но сначала уничтожим их, чтобы... Да, потому что их продукты нас уничтожат, так, потихонечку. Будем выращивать свой пармезан? Обязательно. 100% надо. 100% надо. А фуагру? Кого? Фуагра. А что это такое? А как насчет голландского сыра? Я его ни разу не пробовала, но хотелось бы. Да? Не знаю, да. Но химия. Что же они нам делают плохо, а мы им что должны делать? Им хорошо, выручку делать им. Они нам делают плохо. Так значит, отомстим на их продуктах питания? Ну, они нам мстят на всем. Продукты вот завозят нам. Персики у вас чего производства? Крым. Крым? Наши персики какому отдаем предпочтение, отечественному или импортному, западному? Ну да, отечественному. Отечественный пармезан? А как относитесь к импортным? Плоховато. Ну, говорят, пармезан плохой, как вы думаете? Я его не видел и не слыхал. Ну, правильно делают, что давят его бульдозерами из-за границы. То, что приходят, говорят, что он вот такой весь. А кто такой? Сыр такой. Сыр. Надо давить. Нечего. Время передавать слово в Вашингтон. Госдепартамент США выражает озабоченность в связи с возобновлением интенсивных обстрелов в Украине. Юлия, ждем от вас подробностей. Спасибо, Сергей. Это действительно так. Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби заявил на брифинге в понедельник, цитата, «Мы глубоко озабочены резким увеличением числа атак в Восточной Украине, в особенности атакой тяжелой артиллерии против контролируемой правительственными войсками села Старогнатовка. Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, если они хотят мира, должны полностью соблюдать условия подписанного в Минске соглашения о прекращении огня». Конец цитаты. Кирби также выразил озабоченность в связи с поджогом, в результате которого сгорели 4 автомобиля миссии ОБСЕ в Донецке. «Мы призываем сепаратистов обеспечить безопасность мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы дать ей возможность выполнять ее жизненно необходимую работу», сказал он. Федеральное бюро расследования арестовало в штате Нью-Джерси еще одного предполагаемого сторонника так называемого исламского государства. 20-летний Надер Сааде в мае этого года отправился на Ближний Восток, чтобы помогать боевикам ИГИЛ, но был арестован агентами ФБР. Арест Сааде стал очередным звеном в многомесячном расследовании, которое проводят американские спецслужбы. Подробности в материале Вадима Оленичева. Об аресте очередного предполагаемого пособника джихадистов сообщило Министерство юстиции США. 20-летнему Надеру Сааде уже предъявлено обвинение в материальной поддержке терроризма. Как утверждают в Минюсте, подозреваемый, имеющий двойное гражданство Иордании и США, в мае нынешнего года вылетел в иорданскую столицу Амман, предположительно, чтобы лично связаться с боевиками самопровозглашенного исламского государства. Обо всем этом сообщил спецслужбам несколько недель назад друг обвиняемого, теперь уже бывший, который фигурирует в деле как объект номер 1. Он рассказал, что Надер вдруг неожиданно ударился в радикальный исламизм, то есть стал не просто соблюдать мусульманские обряды, но и размещать в интернете сообщения с похвалами в адрес ИГИЛа. Как сообщило руководство американских спецслужб, ранее Надер Сааде проживал в округе Берген, штат Нью-Джерси. Перед отъездом он заявил своему другу, уже упомянутому нами объекту номер 1, что едет за границу изучать богословие. Сааде был схвачен сотрудниками ФБР сразу же после того, как недавно он вернулся в Америку, предположительно на короткий срок. Почти одновременно с Надером Сааде был арестован его брат Алаа. В ходе допросов Алаа подтвердил, что они с братом неоднократно смотрели агитационные видеоролики ИГИЛа и планировали отправиться на Ближний Восток, чтобы поддерживать войну с неверными. В последний момент Алаа струсил. А вот Надер все-таки купил билет на самолет в Иорданию, имея при себе имя связного из группировки ИГИЛ и его адрес где-то на турецко-сирийской границе.
Каким образом и почему подозреваемый решил кратковременно вернуться в Штаты, пока не сообщается. Но благодаря этому спецслужбы получили возможность нейтрализовать потенциального террориста. Тем более, что подтверждено, что из Америки Сааде намеревался вскоре вновь поехать на Ближний Восток. Большинство из тех, кто возвращается домой, делает это, чтобы вербовать новых террористов. Таким образом, метастазы ИГИЛа начинают активно проявляться и на американской территории. А значит, службам безопасности США требуется еще более усилить свое внимание к доморощенным террористам. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. А между тем стало известно об аресте еще 2 американских граждан, жителей штата Миссисипи, которых подозревают в намерении примкнуть к ИГИЛ. 19-летняя Джейлин Янг и 22-летний Мухаммад Ахлала обвиняются в преступном сговоре и попытке оказать материальную поддержку террористам. Слушания по их делу начались в понедельник. Оба признали, что действительно планировали присоединиться к боевикам. Китайские хакеры снова в заголовках американских новостей. Телеканал NBC сообщил, что хакерам из КНР еще в апреле 2010 года удалось установить слежку за частной электронной перепиской высокопоставленных сотрудников госаппарата США, преимущественно в сфере национальной безопасности и торговли. Александр Панов продолжит тему. 700 красных точек на карте Америки, места успешных взломов сайтов промышленных компаний и научно-исследовательских институтов. Весь северо-восток Америки от Вашингтона до Бостона, Силиконовая долина Калифорнии, Даллас и Майами. Китайцев интересует все, от устройства гибридных автомобилей до фармакологических формул, деталей авиационных систем контроля, как военных, так и гражданских. Сообщили NBC источники в разведке. Эта карта впервые была представлена на секретном правительственном брифинге более года назад, но некоторые подробности стали известны только сегодня. На этом же брифинге и в секретном докладе Агентства национальной безопасности содержится информация о взломанной хакерами частной переписке многих высокопоставленных сотрудников администрации Обамы. Хакеры активно использовали адреса чиновников в социальных сетях, рассылая от их имени ложные сообщения друзьям и коллегам. Впрочем, отмечает источник телекомпании, им не удалось взломать почту на официальных правительственных сайтах. Она лучше защищена. Американцы окрестили операции китайских хакеров «Танцующая панда» и «Легион Аметист». Тему хакеров обсуждали участники президентской гонки. Они превосходят нас в хакерстве и в компьютерах, и это меня поражает. Нам надо быть гораздо умнее. Говорят, что китайцы получили доступ к информации 4 миллионов человек, работающих в правительстве. Так говорили 2 недели назад, а сейчас сообщают, что это могут быть 34 миллиона человек. Я даже не думал, что у нас так много людей работает на правительство. Хакеры взломали всех. Как отмечает NBC, время действия операции «Танцующая панда» совпадает с пребыванием Хиллари Клинтон на посту госсекретаря, а она, как известно, использовала для служебной переписки частный электронный адрес. Впрочем, источник из разведки отказался сообщить конкретные имена чиновников, чьи данные были похищены китайскими хакерами. На слушании в Конгрессе говорили о секретном подразделении 61398, расположенном в 12-этажной штаб-квартире на улице Даттон-Роуд в Шанхае. Благодаря современной спутниковой съемке можно видеть центр китайских государственных хакеров. Американская корпорация Mediant обнародовала ранее секретные данные о деятельности этого специального подразделения Народно-освободительной армии Китая. Оно ведет массированный компьютерный шпионаж против США по меньшей мере с 2006 года. Ситуация кардинально изменилась после разоблачений Сноудена, сделанных, кстати, на территории Китая. До этого США только обвиняли, а власти КНР яростно отрицали факты кибершпионажа. Официальный представитель Министерства обороны Китая утверждает, что разоблачение Сноуденом программы электронного слежения «Призм» показало двойные стандарты США. Цитата: «Нельзя обвинять других, самим не соблюдая определенных правил». Эта тема постоянно возникает на переговорах Вашингтона и Пекина. Несмотря на возросшую активность хакеров, как государственных, так и представляющих организованную преступность, США по-прежнему против ограничения доступности интернета, за свободный обмен информацией, если это не государственная или корпоративная тайна. Госсекретарь США Джон Керри выступает за выработку общих международных правил, которые помогли бы справиться с современными вызовами в киберпространстве. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Ноту протеста России через посольство Швейцарии в Тбилиси, то есть не напрямую, передает МИД Грузии. Сергей, о чем идет речь? Так и есть, Юлия. В документе осуждается зафиксированный 6 августа факт повторного незаконного возведения пограничного баннера у села Цитилубани Горийского района.
Меж тем, утром стало известно и о новых фактах переноса линии занятой грузинской территории. Так сообщается, линию сместили вглубь почти на километр в Карельском районе, в результате чего часть земель одного из сел оказалась за забором. Напомню, месяц назад жители грузинского села Хурвалети, это также Горийский район, как-то утром обнаружили, что теперь их село входит в состав непризнанной Южной Осетии. Российские военные по поручению властей самопровозглашенной республики установили соответствующий баннер и перенесли забор. В непризнанной республике Абхазия, в Сухуми, вспышка кишечной инфекции. Растет число отдыхающих, а в основном это туристы из России, вынужденных проводить время не на пляжных лежаках, а на больничных койках. Большинство пострадавших – дети. Многие из тех, кто заболел, признаются, главное для них сейчас поскорее вернуться из поездки домой. Материал нашего корреспондента. Сухумская городская инфекционная больница переполнена. Кишечную инфекцию подхватили сотни детей. В основном это отдыхающие из России. Все они в эти дни купались на городских пляжах. Ребенок после моря, когда мы шли, стало ему плохо. Его стало рвать. Потом у него начался жидкий стул. Потом у него стала слабость. Вечером его опять стало рвать. Так вы понимаете, так что это второй у нас уже один ребенок здесь лежал. Один уже домой ушел. Теперь вот меня вчера капали. С чего мы тут ловим, когда мы еще больше ребенок капает инфекцией? С чего тут ждать еще лучшего? Увезите меня домой, помогите. Пожалуйста, мне уехать из этой страны. По словам врачей, туристы сами во многом виноваты в своих болезнях, так как не соблюдают элементарных правил гигиены. Чаще всего подобные инфекции подхватывают отдыхающие, потому что их иммунитет реагирует на непривычную микрофлору. Но причиной этих всех заболеваний, я думаю, что и морская вода, и неправильно то, что ведут себя сами люди, тоже имеет значение. Купание на пляже в районе санаториев МВО и ПВО ограничено в связи с выбросом канализационных вод. Специалисты считают, что массовое заболевание туристов во многом связано с этим, но при этом делают и дополнительные анализы воды. Этот анализ в норме не делается на показательную флору. Но раз уж пошло такое вот массовое заболевание достаточно, нам надо посмотреть, что там в воде еще и по вирусам. Количественные данные по содержанию в морской воде бактерий и вирусов врачи не дают. Ссылаются на то, что это информация для служебного пользования. Катастрофической ситуацию не называют, но предостерегают, что купание в городской черте может привести на больничную койку. Марианна Котова специально для настоящего времени. И далее у нас материал из Ростова о человеке, чьим главным смыслом в жизни стало милосердие. С ним познакомился корреспондент программы. Для этого он отправился в городской центр поддержки людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Центр создали 3 года назад. Когда-то там находилось до 150 человек, сейчас только 20. Но и для них купить еду, лекарства, одежду – это большая проблема. Денег еле хватает на оплату коммунальных услуг. Как и на что выживает такой нужный центр? Елена Романова. Это Центр поддержки людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в Ростовской области. Он был создан 3 года назад и до сих пор существует благодаря стараниям обычной медсестры Ольги Пивоваровой, которая приехала за 170 километров от родного Ростова, чтобы стать здесь певчей, а стала едва ли не святой. Я взяла тетрадку, которую вот сейчас недавно нашли мои дети, в которой я написала «Господи, благослови», и написала «Центр помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию». Под благотворительное заведение власти Белокалитвинского района отдали этот бывший санаторий шахтеров. В иные времена здесь единовременно находилось до 150 человек. Сегодня только 20. В основном немощные старики и брошенные женщины с детьми. Здесь никому не отказывают. Юра – самый первый постоялец. В 19 лет его переехал КамАЗ. Потом у матери сгорел дом, и Юру привезли сюда. А вам здесь нравится? А почему вам здесь нравится? Чем именно? Спокойно здесь. Ни буйных нет, ничего. А то мы буйные были. Рабочий день в разгаре, поэтому в центре немноголюдно. Те, кто нашел себе работу поблизости, придут только вечером. Здесь и украинские беженцы есть, только с журналистами не хотят общаться. Но основа центра, то, с чего он, собственно, начинался, это молодые женщины, которых центр буквально спасает от улицы или панели. Жила с молодым человеком. Жили, потом забеременела, его посадили, жила там, где у него дома. Потом приехал его брат с Москвы и выгнал.
на 8 месяце. Я жила. Наталья в центре почти 2 года. Сюда ее привезли после роддома. Ее дочке 1 год и 4 месяца. Она считает, что ей повезло оказаться здесь. Главный доход центра – пожертвования. Помогают другие благотворительные фонды, жертвуют прихожане, простые люди. Вот пошла договариваться о покупке в рассрочку отопительного котла, а бизнесмен взял и подарил оборудование на 300 тысяч рублей. Главная проблема центра, конечно, деньги, точнее их отсутствие. А когда в закромах кончается провизия, постояльцы постятся, отдавая последнее самым маленьким. Елена Романова, «Настоящее время», Ростов-на-Дону. Тяжелый детский труд в странах Центральной Азии остается страшной обыденностью. Несмотря на принимаемые законы, более трети всех детей региона вынуждены работать, чтобы помогать своим родителям, братьям и сестрам. Из Кыргызстана. Жубек Бегалиева. Маленький Искендер со своей большой и неуклюжей тележкой мешает многим прохожим. Но повозку поменьше мальчик не берет. Заработать так можно больше. Я взрослый уже, поэтому могу поднимать такие тяжести, как все. Это даже полезно для здоровья. Я не хочу лежать дома, надо маме помогать. О том, что ему совсем не тяжело, Искендер лукавит и перед мамой. Жалеет. Здоровье, по его словам, у нее слабое, а отчим денег зарабатывает немного. Детей дома не с кем оставлять. Мама предлагала мне присматривать за младшими братьями, а сама хотела работать. Но я отказался, ей нельзя напрягаться. Рабочий день здесь начинается на рассвете. Именно в это время на городскую свалку приезжают грузовики с мусором. Айдар просит не показывать его лицо. Говорит, одноклассники узнают, засмеют. Собирать мусор – это совсем не то, о чем он мечтал когда-то. Когда я был маленьким, хотел стать конструктором, собирать самолет. Сейчас думаю, что стану шофером. Это очень легкая работа, ничего не надо делать. Дети, работающие подаль, собирают то, что останется после взрослых. Пластик, дерево, бумага – почти все можно сдать за деньги. Согласно последним исследованиям, в республике работают почти 40% несовершеннолетних. Треть из них заняты вредным и опасным для здоровья трудом. Раньше детей было больше. Почти половина людей, работающих здесь, были школьниками. Недавно власти ужесточили контроль за этим, и детей я вижу теперь уже редко. Хуже всего ситуация обстоит на юге страны. Таких как Бахтияр, работающих на стройке наравне со взрослыми, можно увидеть на каждой улице. Отец на заработках в России, его переводов ни на что не хватает. На $10 в день, которые получает 14-летний подросток, живет вся семья. Впрочем, это не самый опасный вид детского труда. В реабилитационные центры республики периодически попадают подростки, которые были вовлечены в занятия проституцией. Ножом пытались меня зарезать, когда я клиентам жаловалась. Меня каблуком по голове ударили. Мне до сих пор шрам на голове. Доказательство, что я там была. О том, как она оказалась в одном из притонов на юге соседнего Казахстана, девушка почти не помнит. Впрочем, большинство подростков свое детство помнят отчетливо. И у многих детей в Кыргызстане будут совсем не детские воспоминания. Жубек Бегалиева, Азат Антумаков. «Настоящее время», Бишкек, Кыргызстан. Другие темы. Компания Google объявила о масштабной реструктуризации. Юлия, продолжайте. Спасибо, Сергей. Google станет одним из подразделений материнской компании Alphabet. По словам руководства, основными сферами деятельности Google будут поисковые сервисы, реклама, карты, приложения, а также YouTube и Android. Отдельно будут функционировать инвестиционное подразделение Google Ventures и научно-исследовательская ветка Google X. Сообщается, что управлять новой структурой станут Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые основали Google в 1998 году. Нам нравится название «Алфавит». Это одна из самых важных инноваций человечества. Эти слова Пейджа приводят мировые СМИ. Реорганизация также направлена на удовлетворение запроса инвесторов с Уолл-стрит, которые призывают к большей прозрачности финансов компании, которая, по мнению аналитиков, часто отвлекает ресурсы от своей основной сферы деятельности. Вы боитесь ядерного взрыва, терактов, радиации или солнечных вспышек? Тогда эти апартаменты для вас. Наша съемочная группа побывала в городе Конкордия, штат Канзас, где строятся особые квартиры внутри заброшенной ракетной шахты. Если вам когда-нибудь случится побывать на севере штата Канзас, вы увидите вооруженную охрану, бронированную автотехнику, камеры видеонаблюдения и снайперские вышки. Но не спешите думать, что вы попали на военную базу.
Во времена Холодной войны здесь была шахта для запуска межконтинентальных баллистических ракет «Атлас». После закрытия шахты ее купил застройщик Ларри Холл и превратил в эксклюзивные апартаменты. Если бы мы начали все строить заново, это обошлось бы нам в $120 миллионов. 14 этажей здания соединены между собой лифтом. В комплекс входят 25-метровый бассейн, спортзал, кинотеатр, собачий парк и скалодром. И, конечно, тщательно спроектированные источники воды и энергии. У нас есть 5 разных источников. Если произойдет отключение от внешней сети, на помощь придет главный генератор, потом запасной. 14 квартир построены так, что жильцы могут существовать без всякого контакта с внешним миром в течение 5 лет. Целый уровень занимают склады с порошкообразными продуктами, а фермы с технологией аквапоники обеспечат постоянный запас свежих овощей и рыбы. Электронные окна стоимостью $15 тысяч снижают негативный эффект длительного проживания под землей. Если вам нужна весна, лето, зима и осень в Нью-Йорке, пожалуйста, живите в Нью-Йорке. Если вы хотите быть в Сан-Франциско, Китае или где-то еще, у нас есть специальная аппаратура высочайшего качества. Квартиры, занимающие весь этаж площадью более 170 квадратных метров, стоят от $3 миллионов. Квартира в полэтажа обойдется в $1,5 миллиона. Продажа только за наличные. Большинство жильцов проводят здесь отпуск. Например, Литон и Люк приезжают сюда на лето. Я чувствую себя особенным, ведь больше ни у кого нет возможности жить в подземной шахте и иметь под рукой скалодром. Иногда кажется, что мы не под землей, а в обычном доме. Подобный дом – своеобразная страховка для тех, кто может себе это позволить. Апартаменты в первом комплексе уже распроданы. Сейчас идет строительство второго. Американская столица обзавелась собственным кото-кафе. Роман Мамонов узнавал, что его посетителям нравится больше – кофе или кошки. Это Мурр тут неспроста. В небольшом кафе в Вашингтонском районе Джорджтаун, кроме стандартного набора эспрессо, капучино и миндального печенья, предлагают удовольствие особого рода. Я прямо уже чувствую себя спокойнее. У меня выдалась сложная неделя, и прийти сюда было отличной идеей. Владельцы кафе решили совместить полезное с приятным. Это отличный бизнес-ход. Посетители рассказывают всем своим друзьям о новом кото-заведении. По вечерам тут не найти свободного столика. Но главное, четырехлапые, полосатые, усатые и хвостатые временные обитатели кафе быстро находят себе новых хозяев. Мы открылись 7 недель назад. За это время новые хозяева появились у 16 кошек и 2 котят. И вроде бы посетители хотят забрать еще 2 кошек. Кто тут в заведении хозяин, а кто просто кофе пришел попить, сразу понятно. Хвостатые могут нагло занимать лучшие кресла, лежать прямо на столиках, напрашиваться на руки. Либо вообще демонстративно игнорировать двухногих кофе и кото-манов. Для посетителей есть даже специальная инструкция. Кошек не будить, стаканы с напитками держать закрытыми и вообще подписать бумагу, что владельцы не несут ответственность за поведение кошек и ваше здоровье. Впрочем, кажется, никто и не жалуется. Это отличная возможность сразу оказаться в окружении разных кошек и вообще понять, насколько я кошачий человек. Потому что, когда приходишь в приюты, они там все сидят в запертых клетках поодиночке, а тут они свободны и могут играть друг с другом. Порция положительных эмоций, или, как говорят в соцсетях, мимими, гарантирована. Кстати, очень удобно. Можно сделать сразу и селфи с друзьями, и запустить котиков. Лайки посетителям, прибыль создателям. Самые дорогие овощи в истории человечества. Так окрестили пользователи социальных сетей салат латук, выращенный на орбите и благополучно съеденный астронавтами НАСА, Скоттом Келли, Челом Линкольном и японским астронавтом Кимия Юи. НАСА устроила специальную прямую трансляцию дегустации. Сначала астронавты пробовали листья в оригинальном виде, а после добавили к ним оливковое масло и итальянскую заправку. Как отмечают в НАСА, успешный эксперимент по выращиванию салата важен для планирования будущих экспедиций на другие планеты. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Сергей. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.